Привет, друзья! С вами Одинокий Джейсон. Сегодня мы расскажем вам об Абаде Идрисе Урусхановиче, который житель города Грозного, Чечено-Ингушской ССР. Он родился 2 марта 1959 году в городе Грозном, Чечено-Ингушской ССР. Отец Идриса Урусхан Ахметович Абадия работал на разных руководящих должностях, в том числе заместителем главного редактора главной газеты Ингушетии «Путь Ленина». В 1975 году Идрис Абадия окончил школу и в 1976 году поступил на механический факультет сельскохозяйственного института в городе Орджоникидзе. В 1981 году успешно окончил вуз и получил первое высшее образование. С 1981 по 1983 год Абадиев работал сначала начальником участка, а затем главным инженером водоканала. В 1983 году был призван на военную службу в ряды советской армии и в 1984 году был уволен в запас. Идрис Абадиев один из первых в постсоветские годы занялся предпринимательством, открыл несколько предприятий, дав тем самым возможность многим другим людям трудоустроиться. В 1998 году Абадиев был избран депутатом Народного собрания Республики Ингушетия от города Азран самым высоким процентом голосов среди всех депутатов. В парламенте Республики Ингушетия Идрис Абадиев был выбран председателем бюджетной комиссии, занимался бюджетообразованием, вопросами поддержки малого бизнеса и защиты прав граждан Республики Ингушетия, Чеченской Республики и Республики Северной Осетии и многими другими проблемами граждан Ингушетии. В 1999 году Идрис Абадиев поступил в Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации на факультет юриспруденции в городе Москвы и в 2003 году окончил академию, защитил научную диссертацию «Правовое обеспечение инвестиционной деятельности Российской Федерации». За годы учебы в академии и работы парламента Республики Ингушетия Идрис Абадиев принимал активное участие в делах по восстановлению прав репрессированных народов, слушавших Государственную Думу Российской Федерации, работу с разными политическими партиями. Идрис Абадиев участвовал в организации встреч с атаманами Донского, Кубанского, Терского казачества по защите Конституции РФ, восстановлению прав репрессированных народов. Идрис Абадиев участвовал в качестве кандидата в досрочных выборах президента Республики Ингушетия 7 апреля 2002 года и был выдвинут группой избирателей. В 2003 году Идрис избран депутатом Народного собрания Республики Ингушетия второй раз и стал председателем постоянной комиссии налогов по бюджету и финансам. В 2007 году Абадиев был награжден дипломом медали Петра Великого за трудовую доблесть и в 2008 орденом за веру и верность. Этим же году Абадиев открыл крупнейший на Северном Кавказе торговый комплекс «Ковчег». В 2010 году Идрис Абадиев включен в список людей, от которых Северный Кавказ ушел только Рамзан Кадыров. В 1992, 1993, 2010 Абадиев совершил хадж в Мекку. В 2011 году Идрис Абадиев председатель вновь возрожденного социального института религиозного общества движения «Мехкия». 13 декабря 2011 года возглавляем Абадиев движение «Мехкия» направил шариатский суд при муфтияте из Ингушетии заявление с трибун привлечь ответственность по законам шариата главу Ингушетии Юнусбека Евкуру и Мусу Евлову, который по виновным в фальсификации итогов прошедших выборов Государственной Думы РФ. Короче, я вам это зачитываю, потому что есть люди, которые знают этого товарища, да, они видели его это его официальная биография, я ничего не придумываю, ничего не менял, вот как он написал про себя, вот так я это и рассказываю. Там тут очень много интересных вещей,
это донское казачество, и очень много, вы поймете, предпринимательство, и тут нет ни писательства, нет ни профессоры, он всю жизнь, да, он родился у нас в городе Грозном, это не важно, ты ингуш, ты узбек, ты татарин, ты, это твоя родина. Получается, город Грозный — это твоя родина, и ты должен был по логике вещей как-то, не зная, да, ты не, может, и не любишь, может, у тебя есть какие-то воспоминания, которых мы не знаем, товарищ Идрис, но, но нельзя же участвовать в подлости, принимать активное участие в этой подлости. Теперь я, когда вот прочитывал вот этот его биографию, я теперь понимаю, откуда многие нынешние подрастающие поколения ингушских этих великих деятелей вот черпают свою информацию. Вот где Идрис Абадиев, где история, где Идрис Абадиев, где писательство. Вот это я просто вам прочитываю, чтобы вы поняли, какое отношение человек имеет к писательству. Вы потом поймете, к чему я иду. Просто я сейчас у меня новый формат, без этих эмоций, без этого всего. Видите, как я просто читаю, как просто общаюсь. И вот по новому формату вот я, скорее всего, буду вот так детально вникать, не так, как я рассказываю, как хочу. Вот просто по фактам пройтись. Благо, очень много информации, мы будем идти дальше. Но так такого ничего нету. Вот он подбирал, собирал подписи, вот этот Мехкел, вот это все. Ой, которая очень большая, вот это, потом он начал враждовать с главой Ингушетии. У него 29 декабря 2011 сотрудник милиции при поддержке военнослужащих внутренних войск и представителей других силовых структур провели обыски в доме Идриса Абадиева. Сам Абадиев был сопровожден силовиками на допрос в город Малгобек и после был освобожден. Как ожидает МВД Ингушетии, обыски и допрос Идрис Абадиева проводился в рамках следственного расследования разбойного нападения, которому якобы причастен сын. Однако сам Абадиев и его сторонники считают, что действия силовиков связаны с общественной деятельностью главы Мехкел, тем более, что по данным самой результат обыска ничего. Ой, вот это очень много вот этой херни. Короче, с главой Ингушетии он начал, он сперва хотел, вы вначале видели, да, это очень важно, чтобы прочитывать полностью, потому что там есть очень много фактов. Вот он, амбиции стать президентом, у него глава Ингушетии, и вот теперь он будет каждый раз делать пакси следующим, вот Евкуру, он напал на Евкуру, воспользуясь, что он вот это, возглавляет этот Мехкел, и вот такое это. И главное, что допрашивался. Допрос был. И вот это. Вот это не один раз. Потом голодовки, эти его сторонники. Вот это. И вот это. Что там только нет. Потом. И вот 14 ноября 2012 года был приглашен на Зранский ГУВД для беседы, которая длилась около 4 часов. Со мной беседа руководителей этого подразделения МВД Ингушетии Нохватичой Асламбек Дудуру отметил Абади. Тема разговора была очевидна. Не нарушали мы, члены Мехкел, закон действий. Ну, вот такое вы видели, да? Тут ничего. Вот почему я прочел его биографию, чтобы найти вот истоки его писательства, истоки его вот этих академических знаний. Тут куда он поступил? Северо-Осетинский сельхоз. Может, хотел стать агрономом, не знаю, в каком-то
колхозы, где-то там устроиться на работу. Ну, вот так получилось, что и в Грозном, и в Чечне, где он когда находился, ничего у него нету. Никаких достижений не было, ни в учебе, ни даже, и вот странно, что он не поступал даже в Чечен-Ингушский университет. И вот это тоже. И все же мужчины, чтобы занимать эти должности, вот это, туда поступали и оканчивали. Вот такой наш имидж. Но дело не в этом. У нас, почему мы так подробно остановились на этом Абадиевой? Потому что у нас тут идет, в 2001 году вышла в свет книга Абадиева «Сделал формула земной вечной жизни». В 2005 году она была переиздана с изменениями и дополнениями. Презентаторами книги стали Башир Чахтиев, Бембулат Богатырев, редактор Нурди Кадзоев. Вот мы про эту книжечку знаменитого Идриса Абадиева, и вот хотим про эту книжечку пройтись. Но там очень много информации, будем просто двигаться, как мы можем двигаться. Там очень много гневных комментариев насчет него. И вот начнем. Современная Ингушетия оформился так называемый Хкел, который, очевидно, много благородных людей. Но основателем этого движения и его председателем является Идрис Абади, который ратует за прекращение убийств невинных людей в Ингушетии, за возвращение пригородного района. Казалось бы, цель благородная, так как хочет сказать Конах. Но не тут-то было. Когда на днях увидел некоторые цитаты, причем на сайте Мехкел из его книги «Сделал формулу земной вечной жизни», полной ненависти и безновательное оскорбление адрес чеченца, равных по смыслу фразам Ермолова, в то же время полный лести и готовый служить Кремлю, был просто дико шокирован. Он еще и называет себя Эздисак. Мало того, что в одной и той же книге он сам себе дико противоречит насчет Эздел. Откровенно скажу, после этого я, ингуш, возненавидел Абадиева, о причинах ненависти следующая статья. Идрис Абадиев является сторонником Бембулата Богатырева, который в начале 90-х сделал все возможное, чтобы отделить Ингушетию от Чечни и оставить ее в рабовладении России. Некоторые ее называют герой-основателем Ингушетии. Праздник вместе с ними праздник рабов, основания Ингушетии в составе Руси. Но этот праздник Бембулат Богатырев, так как он сделал все, чтобы отделить Ингушетию от свободы и оставить в составе России. Но вернемся к современности. Верным последователем Бембулата Богатырева, его идейным сторонником продолжения является Идрис Абадиев. Он создал и стоит во главе Мехкел Ингушетии. Но он только поливает грязь чеченцев, называя их чуть не рабами, и в то же время сам готов верно с рабским усердием служить России. Если он выполняет ряд его прощений, Абадиев говорит, пусть Россия прекратит зачистки Ингушетии и вернет пригородный район. И пусть Россия сделает Ингушетию своим главным союзником на Кавказе вместо Осетии. Мы не против Мехкела, так как много достойных искренних людей, которые хотят изменить унизительное отношение российской власти к Ингушетии, но в то же время мы против именно преобладания абадийской политики, направленной всем острее против Чечни. Мы считаем, что Мехкел нельзя возглавлять человека, который готов верно служить и в то же время поливает немыслимую грязь в войнах от чеченцев. Поэтому, это был ингуш, который выступил. Там очень много людей бывает выступает на разных форумах, но это форумы, это мусульманский форум, там, конечно, они стараются, очень все подробно, все это рассказывают, и нет, они даже сами ингуши, и вы грязь читали эту книжечку, вы очень сильно удивитесь, и вы понемножку будем идти дальше. Абсурдная фантазия Абадиева, которая собрана на брошюрке из 30 страниц,
вряд ли могут изменить ценность как научный труд или тоже занимательное чтиво. На мой взгляд, товарищ Абади последовал одну цель – оболгать, оскорбить чеченский народ, его изказывание настоящей паранойи. Если верить Абадею, то чеченцы никто иные, как невежественная часть ингушского народа, который от них отпачкивались и утратил то, что называется эзденгал. Не обязательно бить СМИ ПД во лбу, чтобы понять, что содержание данной брошюрки несет в себе элемент брезгливости. Это имеется в виду книжка «Происхождение чеченцев», которую он потом тоже написал на 30 страницах. Вот это. Абдей в своих книгах сознательно по незнанию пытается внести вражду между двумя нашим братским народом. Чеченцы, согласно книге, это вовсе не чеченцы и непонятно, кто расселившийся на отчуждившихся землях. Да, другие соседние народы по Абадею тоже ничуть не лучше. Не знаю, как вообще такое могли допустить печать. Да, и вот это еще ничего. Мы просто двигаемся, очень много информации. Я не знаю, как сейчас я буду. Мне лучше, честно, чем читать, я лучше своими словами не рассказывать. Вот такое. Давайте сейчас вот сам, что говорит об этой книге. Идрис Абади, мы рассказали в начале о его биографии, вот чтобы от его слов, чтобы там есть тоже какие-то вот вещи, которые нам нужны будут. И потом мнение многих и чеченцев, и ингушей, которые вот как они вот, там же была же реакция. Сейчас мы слова самого Идриса Абади о своей книге. Если говорить о книге, которую я написал, то скажу, они, чеченцы, говорят, ингуши не народ, и даже не тухум, ничто, вытейп и так далее. После того, как они начали политику уничтожения этого ингушского народа, смотрите, уничтожение ингушского народа, как мы ее уничтожали, вот это я хотел понять. И русские, они... Вот чеченцы уничтожали ингушский народ, не соседний народ. Вот, как мы, чеченцы, уничтожали город Грозный, ингушский народ, вот это тоже непонятно. Когда вовсю шла война, после того, как они выиграли войну, особенно возгордились, особенно начали топтать этот ингушский народ. После начала этой политики я написал эту книгу. Вы сами видите, это имеется в виду Первая Чеченская война, после окончания, что-то вот это. Вы знаете, как они могли, вот это все было по телевидению. Вот нигде нет ни одного, вот это, не было социальных сетей, не было Ютуба, не было лайв-журнала, не было Инстаграма, не было Фейсбука, не было ничего. Мы только сидели радио, вот это Радио Свобода, Голос Америки, и вот радио «Эхо Москвы» было, и было вот это чеченское телевидение, ингушское телевидение, вот где могли вот это люди вот так против ингушей, даже если предположить. И вот какой-то, вот они вот только одно какое-то вот это, если ты хочешь найти что-то, я тоже сейчас нахожу, вот он поднял руку, я могу посчитать, что он гей, он гомосексуал, вот по руке. И вот если ты ищешь что-то, ты, конечно, найдешь. Вот человек что-то говорит про свой чечен. Вот я репортаж, я же сижу на этом телевидении, чеченском сидел. Я же тоже очень был подкован. И я тоже, да, там, конечно, ввели, что вот как мы можем, если это было, мы же не можем говорить, что это не было выгоды ингушей, что сказать, что мы можем обидеть ингушей, давай не будем говорить, да, чеченцы это все чеченское, это все вы отколовшиеся, ведь это же не мы, это история. Это спросите у Делпоцо, спросите у этого Ермолова, как они решили наказать чеченцев после этого имама Шамиля. Это же история, это же не мы, не... Имам Шамиль что не был? Что не было по попытке, было попытки трех, вот, они хотели разделить чеченцев на три
рода. Потом вот ингуши, они смогли, вот этот Карабулаки они еще писали. Это чеченский вот Арской Тухум, вот они тоже попытались. Вот это специально на картах писали Карабулаки и ингуши, чтобы многие известные историки, многие известные географы не включали ингушей как отдельный народ. Нигде этих карт нету. Вот если взять карты 1840 года, где вы, товарищи ингуши, вы находитесь в военном, Северо-Отечественском военном округе. Это, вот это, как мы можем говорить, что этого не было? Если вы говорите, чего нету, вы можете спокойно говорить, что это было. А мы, чеченцы, должны почему-то всю жизнь жили ущерб себя, вас пригрели, эти змеи, эти подонки вас пригрели, и мы должны на своем телевидении угоду вам, шакалам, ингушам, вот это говорить, что ингуши это великие нации. Нет, нигде никаких документов нету, что ингуши великие нации. А то, что ты, товарищ Идрис Абади написал, это вообще позор, позор. Я знал, что ты такой гадость написал, но я не знал, что такую херню написал. Получается, что я могу сегодня же, завтра же встать и написать произведение всех народов и вот это. Давай лучше я без эмоций пойду. Я-то как-то хотел написать книгу касательно ингушского благонравия, воспитания в основном, но вон в конце где-то 100-й части написал про чеченцев. От тому, что писали они, что написал? То, что говорят все чеченские писатели, академики, вот этого народа, множество разных народов. Собрался чеченский народ. Это не секрет, не новость, а это правда. Это я написал. Затем есть среди них тех, которые были ингушами. Много чеченцев живут среди них, которые в 5-м поколении, 6-м поколении, 7-м поколении, 8-м поколении, 9-м поколении были ингушами. Они чистокровные потомки Вайнаху. Они являются нашими братьями. Но благонравие и воспитание, которое раньше ингуши соблюдали, вследствие того, что они стали чеченцами, от них, тех потомков ингушей, в котором колене, ушло. Я сказал только об ингушском благонравии. Клянусь возвышенным Аллаха, я это не сказал, чтобы оскорбить, унизить мусульманин. Ничего не сказал. Смотрите, прошло уже 20 лет с тех пор, как я написал эту книгу. За эти 20 лет я не сказал ни одного слова про чеченца, чтобы воспринималось бы дурным тоном. Да, остановите Абадия. Так я что-нибудь говорил за эти 20 лет? Нет, не говорил. Хоть слово сказал я, не сказал. В прошлом году сделал ролики тут от безвыходности из-за возможной неправоты, которую они наложили на историю ингушей. Я немного высказал правду, честно говоря. Сейчас говорю снова, ни слова дурного я про них не говорил. Я говорю, мы, которые ингуши, и они, которые получили из объединенных разных народов, чеченский народ, так как они могут про нас говорить. Мы наш Тухум, наш теп. Мы, которые прошли, не объединились ни с каким народом, обрегаем свои корни. Я вообще сейчас отвесил челюсть. Знаете, как это, вот, когда вот он эту книжку когда написал, во время Второй Чеченской войны. Первая Чеченская война, вы все знаете, да, русско-чеченская война, которая, вот это было как гром среди ясного неба. И вот там я был не участником, а вот свидетелем всех этих событий. Знаете, сотни тысяч бежен в ледяное, почти 50 тысяч, 30, все за вас, столько всего, бомбежки, эти бесконечные вот эти страдания. Даже мой отец в Первую Чеченскую войну, вот тут проблема была, вот я не знаю, вот это, у него был инфаркт, возраст, и его доставили в больницу, а больница была закрыта.
и вот он, не смогли ему помочь, он умер. О каком вот этом чеченском, вот это говорит этот человек, вот непонятно. Вот когда Первая Чеченская война, все башни, телевышки, видено везде, все это русские разрушили, телевидения не было. Вот я, где он, скорее всего, он Азране жил, там думал, как у них там мирно на Азране, там не бомбили. Вот его представление, что вот как они там ходили, там веселились, танцевали, радовались, что у всех чеченцев вот это. И вот неудивительно, что он это написал в 2001 году, когда вовсю шла Вторая Чеченская война. Это было без правил, без ничего. Вот мою мать вот именно во Вторую Чеченскую войну убили, потому что они без разбору, там не смотрели, женщины, дети, они убивали всех. И вот в таком аду, таком вот это, даже в 2004 году, я помню, в 2004 я поехал в Чечню, как там была война, там не до высказывания было, столько всего там хаос был. И вот даже и вот как как чеченцы успели оскорбить ингушей, вот где они говорили, что это у нас 9 тухума, вот 9 тухум это ингуши. Это ингуши. Это так есть по истории. Поэтому вы отделились, хорошо, по-чеченски Галга, это, то есть перевести дословно, испорченная вещь. Вот испорченная вещь. Это значит, у нас как были испорченных людей отдельных отделяли от себя. И вот я верю, что вы вот это отделили. Но они наоборот, это самое, то, что было, наоборот, они говорят, что чеченцы от ингушей отделились, вот они были ингушами, в войнах вот, хотят приватизировать снова в войнах. Вот я теперь понимаю, почему это Танзила Чабиева, это дочница, вот так говорит. Вот она только вот это ингушская вот эта книжечка, вот это сделал, а его сочинил не один вот это. Я почему вам прочел его биографию, где у него задатки писателя, где вы нашли, хоть в каком-то абзаце вы нашли задатки этого великого писателя? Нет, вы не нашли. Только цифры, только деньги, только money, вот этот бюджетный комитет, вот только деньги, только с деньгами. Наш, и окончил он, почему-то поехал с Осетии, города Аджихая, представляете, человек, родившийся в городе Грозном, где находился сколько университет, все вот это. Вот поехал в Владикавказ поступить, я понимаю, в Владикавказский университет он поступил, Северо-Осетинский. Нет, сельскохозяйство какой-то вот это. Сельхоз он хотел окончить. А великим агрономом стал хотеть. Потом поняли, что вот, давай воспользуемся. Вот этот великий, вот этот, я в прошлом передаче рассказывал про этого Дальхигова. Вот, скорее всего, вот этот Бебулат Богатырев, Дальхигов, Нурдик Адзой, Исаак Адзой там же. Вот эта шайка написала, когда началась Чеченская война в 99 году, они поняли, что все, конец чеченцам, так думали они, что конец чеченцам. Конечно, это было, они как они агенты вот этих спецслужб, и в Грозном они были агентами, и свои связи. Не бывает бывших агентов, понимаете, не бывает бывших агентов. И вот этот человек, бухгалтер, с задатками, вот это же совсем другая сфера, цифры, знаете цифры, вот это бизнес, это одно, это совсем другой склад ума, другие вот эти подходы, и вот я не пойму, как вот эту книжку подкинули, вот это Нурдик Адзоев, вот Исаак Адзоев, вот это Бебулат Богатырев, вот это Дальхигов.
И вот они ему подкинули вот эту книжку, они сами не могли, вот искали вот этот человек, который безнравственный, он безнравственный человек, и вот нашли человека, который и депутатом был, и Михаил, и вот решили вот с начинкой вот это сделать, этот общий ингуш, все эти ингуши, вот против чеченцев, именно против чеченцев. Вот в 2001 году вот они сочинили вот эту сказку. Мало того, что сочинили, там же очень много интересных вещей. Это мир, вот это. Давайте я сейчас немножко чая сейчас допью. То, в частности, его перу принадлежит научной концепции, по которой Бог создал динозавров для того, чтобы очистить атмосферу Земли. Написано в его книге «Сделал форму земной и вечной жизни». Вам это ничего, вот странно, вот очень много всего. Вот он еще это включил, не остановился. И вот чеченский Кунтагаджи включил, как он поехал там в Мекку, вот когда он приехал, все собрались возле вот этого. Подтверждение концепции Абадии приводит слова, приписываемые шейху Кунтагаджи Кичиеву. Разговор святого Кунтагаджи из Илсюта, приведенный ниже, передан подвижникам Зайналом. От Зайнала слышал этот рассказ Горшхана Оми Ваму. От Уми Горшхан этот рассказ слышал Теоев Юсуп Хаджи, который рассказал его автору данной книги Абадиеву Идрису сыну Урухан. Вот интересно. После возвращения домой на Кавказ из паломничества Мекку Кунтагаджи собрал людей, чтобы поговорить с ними. Во время своей беседы он несколько раз спросил, есть ли среди собравшихся ингуши. Ему каждый раз отвечали «нет». Когда он в очередной раз задал этот же вопрос, ему сказал, что здесь оказались двое ингушей, которые искали своих пропавших лошадей. И один из присутствующих спросил, а почему ты постоянно спрашиваешь об ингушах? И Кунтагаджи пригласил ингушей встать рядом с собой и ответил, я отвечу вам, почему я спрашиваю об ингушах. Вы, наверное, думаете про себя, почему я так приблизил к себе ингушей. Он продолжил, за 4000 лет до создания Адама и Евы Бог создал души всех людей. Бог призвал, пусть первым подойдут ко мне самые храбрые души. Говоря вам, когда все души от испуга прижались, Богу подошли души ингушей. Во второй раз Бог призвал, пусть подойдут ко мне самые благородные души. И во второй раз подошли к нему души ингушей. Третий раз призвал Бог, подойдите ко мне самые щедрые души. И третий подошли к Богу души ингушей. Потом Бог сказал душам ингушей, вы подошли ко мне, имея 3 качества, которые я считаю лучшим. Раньше вас ни один народ не приступит к порогу рая. Если Аллах их возвысил, почему я не могу их возвысить? Видите, как это интересно? Это научная фантастика. Мама мия. Ну, вот у него есть очень такой, вот эта книга, это хорошо, что эта книжонка же признана экстремистской. Что он только не пишет. Ой, по понятию война вообще интересно. Давайте прочтем по вам. О термине войнах Абадий высказался предельно ясно. В войнах могут называть только те, которые придерживаются ингушского эздела. Иначе говоря, война скорее нравственной категории, чем этническая. Вся сложность в том, что она, как мы убедились выше, может быть присуща только ингушам. Чеченцы же этот термин ранее не был известен. Чеченцам же этот термин ранее не был известен. Вот этот Танзила Чабиева в своих вот этих лекциях про это говорит. Вот одно в одно вот эту книжечку он, скорее всего, цитирует.
Ингуши употребляют наравне с термином «галгай». Ой, какие они молодцы. Казалось бы, очевидная схожесть чеченско-ингушских языков объясняется просто. Чеченский язык возник не столь давно, примерно в 15-17 веку при языковых контактах переселенцев ингушей, ушедшие на востоке дагестанские и тюркские народности, ассимилируясь с ним. Ингушские старики всегда в разговоре разделяют понятие война, подразумевая под них только ингушей и ногчи, чеченцы. Чеченцы сами себя называют только чеченцы. Это последняя лекция, вот я вам рассказал про лекцию Танзил Чаби, вот они, это в войнах и только ингуши, кистинцы, вот это глиговы, почему-то. Этим же Абади отличает чеченцев от остальных хурдов. Они не успели утратить свой природный ингушский язык. Чеченцы последним отделились от ингушей. Подкрепляется это положение следующим фактом. К войнах относятся локальная группа ингушского народа Алгой, Джейрахой, Фапи, Орстхой, Эхи, Мялхи, Насархой. В давности войнах относились дигорцы, Двала. Ассимилирован после монгольского тимурского похода. Пришли иранцы, осетины и грузинами, и нашхой, ассимилируясь с чеченцами. По мысли Идриса Урусхановича, верный способ лишения ингуша его издела ассимиляцию хурдельными соседями. Отсюда, естественно, и запрет на межнациональные браки. В условное число хурделов попадают все окружающие ингушей, носители издела народа. Эти последние непрестанно хурделизуют ингушей до животного состояния. Чеченцы хурделизировали ингушей нашхойцев, осетины ингушей дигорцев, а грузины ингушей двалов. Чем отличается это построение от классической российских концепций? Важной отговоркой на сегодняшний день, когда не только чеченцы, но даже некоторые ингуши не соблюдают издел, понятие война не может распространяться даже на всех ингушей. Проще говоря, каждый носитель издела ингуш, но не каждый ингуш носитель издела. Пытливый читатель спросит, а нет ли тут расизма? Нет, так как построение Абадием таковы, что хурдельные народы ассимилированы из доносных ингушей. Сами являются потомками этих самых ингушей, только утратив свою эзду. Несмотря на это, чеченцы в расовом отношении ближе к жителям Авари, чем ингушети. Представляете? Ну, мама мия. Чеченцы – это народ, сложившийся из смешанных ингушей, которые перестали соблюдать ингушский издел в полном объеме с дагестанцем, нагайцем, кумыком, казаком и другим. Так был Борис Ельцин. Вот такая, понимаешь, заглубина получилась. Короче, я не удивлен, что этот товарищ является весовым казачьих войск Ингушетии, полковником их. Там была перепалка, что нет, это так его хейтят. Оказывается, он потом выступает на этом митинге Азрани, он так и называет, что вот казаки будут против чеченцев, хотят объявить Азават. Потом он, конечно, это опровергал, а видео же осталось, видео-то можно в YouTube посмотреть. Вот он про этих казаков, вот поступил туда, владыка, это неспроста. Немало людей, которые раньше, которые жили в городе Грозном, они поступали в Ростов, Волгоград, там Москва, Санкт-Петербург, вот так. И, да, бывало такое, что из Чечни, Чечен-Ингушетии многие ездили поступать, учиться, а мой брат тоже в Санкт-Петербург поступил в лесотехническую академию, он тоже окончил эту академию, да, хотя другие, я сам Грозный там, то в Аргуне сварщиком, там разные у нас, кто в Грозном вот нефтяной техникум оканчивал, но вот нам никогда бы мне пришло в голову, если я не любитель был чего-то вот это такого экстравагантного, вот захотелось ему поехать учиться
родившийся в огромном городе Грозном, это была культурная, это самая шикарная, вот Чечен-Ингушетия, это чистая экономика Советского Союза был, это там в самом городе Грозном проживали сотни тысяч русскоязычного населения, очень много русских, там 280 заводов всесоюзных, радиозаводы. Вот почему-то поехал в Владикавказ. И вот это, потом он говорит, я после издания этой книжки никогда против чеченцев в течение 20 лет, это получается, что до 2020-2021 года он никогда про чеченца ничего не говорил. Получается, да? А вы видели его выступление на этих митингах Азрани? И вот этот лицемер, лжец, и сразу непорядочный человек, скорее всего, вор, хорошо бюджет, вот это. И самое интересное, когда в годы Чеченской войны, вот они возглавляли эти деньги, которые Ингушетии на беженцев, вот этот председатель бюджетного комитета Ингушетии хорошо прибрал чеченские деньги, конечно, на беженцев. Вот поэтому мы построили город Магаз. До Чеченской войны Магаз мы не строили. Вот когда Чеченская война, 8 миллиардов в год выделяется, тогда это большие деньги. Это, они теперь, даже теперь они большие деньги, но тогда, да, большие деньги. И вот эта ревизионная палата при президенте Российской Федерации нашла очень много раскрадных вот этих на беженцев. Они вот жили, они превышали этих беженцев специально, чтобы деньги, сказать 250 тысяч, кто их посчитает. Знаете, 250 тысяч, это сколько это должно быть лагерей на территории Ингушетии? Сколько должно быть? Даже тысячный лагерь, сколько тысяч людей лагерь проживает, или 2000, или 3000, сколько их лагерей должно быть? Почти 100 лагерей. Где вы их, у вас 46 населенных пунктов? В каких поселках? Где это находилось? 1-2 лагеря, там, по телевидению я видел только один лагерь массовый, вот это, и то там 5000, и сколько там тысяч было. И вот как вы сориентовались? И как вы хорошо вот это нажились на Чеченском горе, всю жизнь вот так, всю жизнь вот так. Сперва до последнего, до первой чеченской войны сидели там в Грозном, вот хорошо, а ты говоришь, вот ты выступаешь, ты же жил в городе Грозном, ты же в 94-м, ты уехал из города Грозного 27 ноября 1994, до последнего дня, пока это русские, они вошли, до последнего дня ты находился в городе Грозном. Вот ты же смотрел же чеченское телевидение, где ты нашел, я тоже смотрел это телевидение, там на нечего было, какие-то религиозные программы, очень редко, там же не было раньше такого политического, да, был Джохар Дудай, какая-то концепция, что вот это Тухуми, да, это было. И ты не возмущался там. Потом хорошо это прошло, ты боялся, что тебя там, не знаю, принизят, унизят, или тебе по морду дадут, если выступишь. Ну хорошо, ты сбежал Ингушетии. 94 год, 95 год, 96 год, 97 год, 98 год, 99 год, 2005. 8 лет ты молчал, ты делал бизнес, ты открывал предприятие, ты деньги зарабатывал. Скорее всего, ты же, мы же не забываем, почему я сперва прочел твою биографию, чтобы понять, откуда это все вот это. И вот твой же отец кто был? Руководящих должностях. И, конечно, сыночку, он что-то связи достал, что-то достал. Поэтому ты вывозил из города Грозный чеченское достояние. Вывозил. Что можно, за копейки станки покупал. Все, вот поэтому ты стал большим предпринимателем на Северном Кавказе. Вот
Все, что за копейки там скупил, все, и все. Вот ты же обогатился за счет нас. Потом, когда нас убивали, нас в крови топтали, вот ты решил написать вот великий свой вот этот соавторский, это же соавторский всех этих великих, вот это, очень манкурты, непонятно кто, и даже вот потом вот этот Азамат Арсанукай, вот этот, который преподавал в Чеченском университете, филолог к тебе пришел, после твоего издания книжки, вот это сделал, он подробно все это прочел, так как грамотно, он по истории очень подкованный, вот он наш родственник, и вот он учился вот в этом колледже, английский, французский знает, русский, чеченский, много языков он владеет, он может любую литературу в оригинале прочесть. Вот он очень долго находился, вот это, был преподавателем в Чеченском университете, молодой парень тоже в такой перспективе, он очень, вот он вот решил с тобой встретиться, он задавал тебе вопросы по этой твоей книжечке, издал, у тебя ответа ты не мог даже ответить на это. Это значит, что это ты не писал, ты купил. У Нурди Кадзо за $17 000 ты книжку купил. Нурди Кадзо, так как он считает историк, вот эта сказка, это вот как Нарский придумал. Нарский эпос вы это списали чеченский, который Умалат в 1972 году написал, по героический эпос чеченцев, потом вас тоже добавят, потому что чечен-ингушетия, вы, бедные мужи, обидитесь. Но там под редакцией, скорее всего, под редакцией Дратальхигова, который там редактировал эту книжку. Вот он включил своих ингушей туда. Ну хорошо включил. Вы герои, мы герои. Там нет вопросов. Но нет. Вот все вот этот только ингуши. Только амазонки ингуши. Хорошо. Я в детстве читал эти сказки, этих нарские вот эти сказки. Они же в сказках были. Это же было напечатано. Это же были очень большие книжечки. Нам читали эти рассказы про этих великанов, про одноглазых великанов, про Хурда. Я помню, да, сейчас вот это какая-то река, это великан не мог пройти, там очень много было вот это. И вот точно так же, вот ты не смог, вот даже молодому парню, вот ты же опытом депутатом был, большим предпринимателем, очень великий писатель, ты не смог ответить на вопросы простого филологу, почему так, почему так, почему так, почему так. И вот это же, он же снял эти ролики. Многие говорят, это скорее всего, он странный человек, но отмечает тебя предприниматель хороший, и вот это многим ты помогал, да, говорят, мечеть ты построил. Ну, хорошо, понятно, это благотворительность, это твой бизнес. Но не писатель. Многие сомневаются, что ты товарищ писатель. Ты за деньги купил эту книжечку. Просто тебе подсунули вот эту херню, потому что это была античеченская пропаганда. И так как вот они же умные, ты дурачок. Поэтому они искали дурачка, который амбиции стать президентом, амбиции стать кем-то, создал, хотел там быть большим начальником, такой амбициозный человек. И вот они решили тебя, твоего вот это, подсунуть в эту книжечку, чтобы ты стал великим писателем. И конечно, и по телевидению приятно иногда репортажи про тебя. Вот такое странное вот это. Ой, я углубляться вот это твое вот это. И вот странного чеченца, который родившийся в городе Грозном, ингуши, чеченского происхождения. Ингуши осетинского происхождения, ярые вот эти, вот чеченского, вот это два вот это пласта вот этих ингушей, самые ингуши, которые ингушского происхождения, они молчат, они своими делами заняты, ничего не провоцируют, ничего не придумывают. Вот это амбициозно, вот ингуши
осетинского вот это разлив и чеченского разлив города Грозный. Вот осетинский, это Владикавказ, Пригородный район. Вот этот Исаак Адзоев, великий поэт, там, я не знаю, как он, оказывается, он был вундеркиндом, как поступил в педучилище, молодой парень, в 60 каком-то году поступил, в 62 году поехал, поступил, сразу, с первого же раза поступил в институт, ну, понятно, но потом сразу же издал великую книжку, поэму про выселение. Вот это его тема, типа, почему-то, когда он находился в Владикавказе, он его не стал издавать. Вот надо приехать в город Грозный, чтобы издать, провокацию сделать, потом его, типа, арестовали, а там мы знаем, как это КГБ работало, как оно, как они могли. Поэтому вот полковник ИСУ казачьего войска. Вот этим все сказано. Вот выступает на митинге и про казаков думает. Вот это тоже интересно. Вот такие дела, просто это мусор, читать это все, разбираться. Я, конечно, не профессионал, не блогер, не знаю, а не историк, но это херня, конечно, херня. Поэтому она и признана экстремистской. Потому что это там такое, вот Бог создал, только ингуши создал, чтобы спасти всю человечество, оказывается. Вот 4000 лет до создания Адама, представляете? До этого, оказывается. Значит, ингушскому языку сколько лет? 20 тысяч лет или 30 тысяч лет? Я не знаю, сколько лет ингушскому языку, потому что после Адама и Евы, Адам, потом Ева была создана, и вот это же, причем 1000 лет они жили там, не знаю, они же были божественные люди, и вот когда вот второй их ребенок родился, потом вот как это человечество развивалось, то время, когда не было ничего, ни еды, ни питания, но это очень сложно, скорее всего, ингушам 20 тысяч лет. Поэтому они говорят, что ингушскому языку 6 тысяч лет так скромно. Я бы не скромничал, если вас Бог создал, именно вас создал Бог. Вот это, поэтому они такие дурные на голову, поэтому они такие немножко, поэтому я не удивляюсь, что вы такие жрецы. Потому что, знаете, это же, представляете, даже как это в печать пустить такое. И вот самое интересное, это Бебулат Богатырев, историк Нурдик Адзоев, вот это великий чеченский вот этот профессор, вот этот Дальхиго, Ибрагим Дальхиго. Вот, скорее всего, еще были тайны, еще были тайны, вот, поэтому я Дальхига, вот этот, скорее всего, вот у него связи, вот это Идриса Базоркина оставит у Дальхигова, потом понятно, эти Бебулат Богатырев, Нурдик Адзоев, Исаак Адзоев, вот они этому Дальхигову, вот какая-то, вот это, в стенах Ингушского госуниверситета, вот они, вот все это написано в стенах Ингушского госуниверситета Дальхигом, вот это его приспешники. Оттуда выскочила эта Танзила Чебиева, ярая чеченофобка, это Руния, это тоже Танзил Чебиев тоже, Вруния, ворышка, вот что только можно сказать, непонятно что, чудо имуска. И вот этот Танзила Завор то же самое, оттуда выскочила. Дальхига печать им сзади ставит, скорее всего, что вот ингушский вот это. Амазонки, давайте бой. Вот такие мужики, вот это культурные, пальцы верим, вот и будете. Вот. И самое интересное, сейчас просто я хочу еще одно, как они, вот этом его вечном эпосе, вот как он про другие страны. Пройдемся немножко дальше. Не нашли оригинальности изысканные автора области топонимии. Название многих государств объясняется с помощью ингушского языка
когда народы переселяются в новые края, то они в первую очередь открывают свои территории, потом они отходят от ездил. Типа все государства созданы мужчинами. Представляете? Поэтому они говорят, что нет, это Чечня, это наша ингушская территория. Вот это какой-то шовинистский, какой-то российский, какой-то, представляете, расизм. Тут попахивает расизмом. Вот это. Ведь этот Адольф Гитлер просто поворачиваться в гробу своем. Вот он до этого не додумался. Он сказал, что мы немцы, мы чистая раса, мы арийцы. А вот ингуши пошли еще дальше. Дальше пошли. И вот это, весь мир, понятно, Бог их создал, потому что самые порядочные, самые мужественные, самые благородные люди. Вот мужество, их героизм нигде не... Вот это люди, которые ничего не умеют, вот они это придумывают. Вот аварцы тоже в горах жили, вот великий народ. Вот это, конечно, специально нас вот это аварцам перечислил, что мы оттуда вышли. Но это немножко предыстория. И вот он объясняет, как народы переселялись в новые края, они отходили от ингушского ездила, они вот поэтому такие создают. Они в первую очередь открывают от своей территории, потом они отходят от ездил, язык держится еще долго, топонимы сохраняются в течение длительного времени. Часто в течение многих тысячелетий название Чили переводится с языка местных индейцев как «холодное». По-ингушски холодно это «щил». Ой, Шила. По-чеченски тоже Шила. Аргентина лежит от Чили за Андским хребтом. По-ингушски Арганте означает за хребтом, та. Швейцария как единое государство возникла в XIII веке при объединении горных равнинных кантонов. Швейцария. По-ингушски означает равнина с горами. Швейцар. Ой, что за хрень? Ой, по-ингушски. Италия, Апеннинские острова называли Этруски, поэтому там были много вулканов. Выражение Итала переводится ингушски как 10 огней. Долина между реками Терек и Камелек мужчин называют Гармари или Гармани. Государство между реками Рейн и Элба называют Германией. Немцы называют свою родину Deutschland. Слово «дайче» соответствует ингушски «лято», «лято». Вот смотрите, слово «дайче» с ингушского обозначение «лято». «Дайче» «лато», что два «лато». Это чеченское слово «лато». Да что там Германия. Само слово «Русь» производит от нее «русич», «русский» имеет ингушские корни. Вот вам великий поэт всех народов, писатель, я не знаю, предприниматель, великий агроном. Лучше бы агрономом стал бы, колхоз возглавлял бы кого-нибудь. И вот такой вот этот взятый, такой, с такими вот этими, жил в городе Грозном, там самое главное, не высовывался, как и другие, все ингуши старались как себя показывать, вот где-то занимать должности. Вот папа большим начальником Грозно, но почему-то сынок решил возглавить колхоз, окончился сельхоз какой-то. Сельхоз в Орджоникидзе. Ну, это странно, тоже странно. Вот это. Они любят, говорят, нас сравнивать с кочевниками, потому что мы пришли. Вот тоже мне его внешний вид напоминает какой-то кочевник. Я, конечно, имя не назову. Вот это ингуши-любители, вот эти сказок. И представляете, это не просто так, это люди, взрослый человек, мне сидит напротив меня, и вот это все, когда я говорил с одним ингушом, вот
Не стесняться, вот так он говорит. Поэтому великий народ, вы знаете, что у них в головах ужас? Вот, оказывается, можно просто посочинить сказку, и вот весь народ в это поверит. По этим книжкам, вот поэтому этот Танзил говорил, нет, слово «война» относится только к ингушам. Чеченцы сами себя называют не войнахам, а чинахчи, а вы, ингуши, себя не называете ингушами, вы только называете себя войнахами, оказывается. Я что-то не понял. Вот чеченцы себя называют нахчи, осетины себя тоже называют осетинами, вот ингуши себя почему-то называют война. Поэтому это. Вот это сделал, все это от войнаха вышел, оказывается. Конечно, у чеченцев сделал, есть рылка, есть конохол есть, но это не грозит вам, товарищи ингуши, это вы, скажите, ужас, представляете, это масса ингушей пришли в Грозный, они не в курсе были, что вот есть такие адаты, есть такие вот эти обычаи, они удивились, и поэтому вот это решили не просто фрагментом все, решили просто все списать и присвоить себе. И вот именно Вторая Чеченская война, вот они подумали, что все, чеченцам конец. Единственное, что они не учли, что мы не ингуши, мы чеченцы. Мы, да, иногда бывают взлеты и падения. Но, знаете, это у нас конохол, у вас нету это конохол. Если был бы конохол, вот вас Чумаков, вы Палестина сражаетесь, да. Пусть палестинцы сражаются, умирают за свою свободу. Рядом у вас была Палестина, Чечня, которая их 300 тысяч человек их убил, 440 тысяч детей убил. Их сносили с лица земли, вы, в мирной Ингушетии, там у вас не проснулся, это конохол, не проснулся у вас. Да, мы танки вот это, за спинами женщин, вы вот это. И это, знаете, я не видел тысячи ингушей, введено, ни одного ингуша я не видел. Вот массово солдат. Нигде я не видел, что у вас ингуши. Да, 1 человек, 2 человека, 3 человека, 4 человека. Один, говорят, умер, но это житель Чечении, Ингушетии. Это не республика Ингушетия. Вы, товарищ, вот вы же стали жителями республики Ингушетии 33 года. Вот вы какие? Это не сравнивайте себя с теми ингушами, которые были жителями Чечении, Ингушетии. Они были порядочными. Это вам, это вы, это близко там не стоите. Поэтому вы сидите вот эти, придумывать эти сказки. Вот ты сейчас пришел детям учить вот это, рассказывать про этот Аздат. Как раз это твоя работа. Дошкольное учреждение приходить и рассказывать сказки. Вот мастер сказок, да. Или сам ты написал, или кто-то тебе подложил. Вот такой. Вот такой герой Ингушетии. Таких героев очень много. Очень много. И они очень... Это дурдом, мне кажется, сумасшедший дом, где каждый по-своему сходит с ума. А я когда говорю, что есть наркомания, проститутки, вот обижается, мне это говорит, если человек, вот, как казалось бы, респектабельный человек, и 2 раза член ингушского парламента, кем он только не был, большим предпринимателем, вот, если может так себя вести, так себя головы вот это говорится, а почему не может кто-то вот так в дурдоме все же не сходит с ума вот, в одном темпе. У кому-то снится какая-то принцесса, вот он с ней разговаривает с утра до ночи. Кому-то шайтан приходит душить его, и ему кажется, кто-то его хочет убить. Вот и дурдом это так, это сумасшедший дом это так. Каждый ходит по-своему с ума. Вот у вас всеобщий дурдом, там вот этот Истанги, любительница Истанги и Амазон, Татадзила Заор, по-своему ходит с ума. Вот она Качиха, великая Ткачихова. Вот ты, товарищ, великий нравственный человек. Вот этот шейх этих
Адатов. Вот ты в этом ходишь с ума. Вот то, что ты написал, извини, скажи, даже приличный человек в руки не будет брать. Что это такое? Ты разве можешь такие сказки писать? Это мир создал, Ингушетия создал, Бог Ингушей создал. А я не знал, теперь буду знать. Буду к вам относиться немножко с должным уважением, конечно. Вот такие, меня эмоции переполняют, смысла нет. Я себе сказал, что не будут больше. Вот это, это никчемные люди, не стоят нашего внимания. Просто мы должны, конечно, об этом говорить, потому что если мы не будем говорить, молчать, вот для них это почва. И вот, представляете, как это? Поэтому после вот этой книжки, потом в 2005 они издали, потом в 2009 году захватили чеченскую землю, потом вот все вот это, потом начали масса, вот это пока это Дальхиго, его он направил, все, потом очень много, очень интересного. Что этот Идрис Абадиев, что этот Руслан Бузуртан, что это Танзила Чабиева, что этот Дальхиго покойный, что это Идрис Базоркин покойный. Вот какой-то сумасшедший. С ума сходили на этом ингушском вот это величие, вот это. Это да, это может быть, потому что люди, вот знаешь, когда берега ты теряешь, ты ходишь с ума. Тебя, знаешь, каждый день ты просыпаешь, что-то делаешь плохое дело, и тебя никто не останавливает, а ни полиция, ни доктора тебя не приходят домой сказать, давай пей таблетки, я не знаю, ты больной. И больной человек болезнь прогрессирует. И вот так, вот это, сейчас, это еще не, вам кажется конец. Это еще не конец, товарищи, это еще книжки придут. И они же уже приходят. И просто он просто решил размыть границы. Если они просто, это был эксперимент в 2001 году, когда вот это чудовищное, вот это ложь, немыслимое вот это высказывание, и просто у них был тест вот этот, проверить ингушей, вот они допустят этого. Вот они допустили, и вот на фоне этого они сейчас бегают на этих площадях, как наркомания, проститутки. И сейчас я хочу добавить сумасшедшие люди, больные люди на голову, на всю. Вот пациенты 6-й палаты. Вот, жалко, что я не богатый человек, как Буцерия, я бы вам несколько психиатрических больниц вас на Назаране построил бы. Вас нужно лечить, конечно. Вас нужно лечить. Я удивлен, вот, оказываю вот таком вот, это, поэтому я не, чем мне удивляться, что вот ингуши вот такие подлые. Нечем удивляться, нечего удивляться. Задышишься грозно, наш великий Галай, патриот Галай. Ну что, вот такое дело. Хочу с вами попрощаться, потому что мне нужно идти по своим делам. Можно целый день сидеть и говорить об этом, но, знаете, никакого смысла нет в этом. Я не вижу смысла, потому что это не просто дискуссии, это не просто кто-то хочет дойти до правды. Может такого быть, что чеченцы немножко они правы, может ингуши правы. Вот нет в этой дискуссии, это правда. Нет, это дискуссия, это лицемер, это вранье. Просто они всегда по этой легкой пути. Вот всегда, скорее всего, с нами жили, наши тукумы были, чеченцы достало это. Они, наверное, вздохнули с облегчением, когда эти русские сказали, что вы сейчас будете отдельным родом. В 1860 году. И то они сперва, когда поняли, какие вы подлые, какие вы трусы, поэтому они тоже вас немножко на расстоянии держали, только 1920 коммунисты вам дали свободу, и то на короткий промежуток.
Потом с осетины к нам, с чеченцам добавили. Вот мы 70 лет вас кормили, поили. Вот благодарность ваша вот это. В чеченских школах учились, в чеченских больницах, когда заболели, лежали. Ваши соседи чеченцы здоровались с ними. Вот, а за пазухой держали кинжал. Подлость она и не важна она. Но вот я себе, вот это они я не знаю, какое-то вот это, я открываю глаза, но это же, если это же они инопланетяне, это же не пришелец, это ингуш. Между прочим, уважаемый человек, там очень много сейчас везде выступает на государственном телевидении. Хотя предыдущий президент, он хотел вот этот, занять его пост, хотели его скинуть, но не получилось. И вот таскали его по этим отделениям милиции, тоже, это же факт. Порядочного человека, никогда порядочного человека не буду таскать в отделение полиции, там, милиции. Вот, он кристально чистый человек. А непорядочные люди, вот так их таскать. Не один раз, второй раз, третий раз. И вот такой. И вот последний, я, чтобы крышку, вот казахский вот этот полковник, САУ его называет. Вот последнее изречение Абадиева. Это Абадиев о том, что ингуши были известны своей надежностью, поэтому русские князья, императоры брали их на охрану, а потом представители других народов, притворяясь ингушами, совершали плохие поступки, испортили имидж Ингуши. 27 ноября 2018 года на митинге в городе Назрань, вот он высказался. Вообще Абадиева, у него очень много этих высказываний. Это из книжки вот это. Ингуши Галга — это все, кто имеет свои башни. Атинцы, ялхаройцы, эчойцы. Вот все, кто имеет башни, это ингуши. Поэтому они говорят, это Шатой наш, это Мкали наш. Вот такое. Ой, какая подленка, подлая душа. Какой непорядочный человек. И главное, вот это, потом я ни одно слово про чеченцев, они говорят, а что нужно еще говорить, вот это непонятно.